В этом году заработала новая пенсионная формула. На что сегодня в первую очередь обращать внимание и какая информация нужна будущим пенсионерам на предприятиях Алроса. Об этом и не только профсоюзному активу рассказали руководители Мирнинского отделения пенсионного фонда. Лариса Удовенко продолжит. Конечно, сегодня всю информацию по пенсионной реформе можно найти в интернете. Формулы, схемы, таблицы, льготы и дополнительные коэффициенты. Но когда об этом рассказывает руководитель Мирнинского отделения фонда, становится как-то понятнее. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, я с 1 февраля вышел на пенсию по возрасту. А когда я могу правом воспользоваться проезда бесплатно? Четкое представление о том, что изменилось при начислении пенсии, нужно для профсоюзной работы. Ведь люди привыкли с любыми вопросами обращаться в правком предприятия. С 1 января 2015 года мы все-таки переходим на новый вид пенсионного обеспечения, то есть на страховую пенсию. Значит, будет подразделяться страховая и накопительная часть. Но это дает право выбора самого застрахованного лица, какой вид будет принимать при назначении пенсии. То есть выбора тарифа там из 16% включать только на страховую часть или переводить часть 6%, то есть на накопительную часть. То есть перекладывает государство эти финансовые риски на плечи самого застрахованного лица. Зато теперь на сайте пенсионного фонда можно зайти в личный кабинет и узнать, как отражен на государственном уровне твой трудовой стаж. Здесь идет речь о том, что если он, достигнув пенсионного возраста, но не желает оформить пенсию, то это стимулируется и, конечно, ему дополнительно будут начисляться премиальные баллы. Из всего объема специальной информации, сложной формулы подсчета можно выделить главное. В полном объеме сохранен северный коэффициент, социальные и досрочные пенсии. А для работников с белой зарплатой, большим стажем и максимальными баллами уровень пенсии останется практически таким же, как и до реформы, то есть чуть больше 19 тысяч в месяц.